Добрый день. На часах ровно 12. Вы включили телеканал Юрган, а значит, подошло время рабочего полдня. Пора замедлить трудовую суету и сделать перерыв. В студии Екатерина Борш, и мы начинаем. И начинаем традиционно с того, чем отмечен этот день в истории и календарях. Что случилось 13 апреля, 84 года назад, узнаем из нашей рубрики «Вот такая история». В этот день, в 1934 году, завершилась операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин». Летом 1933 года научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска. Целью экспедиции, кроме сбора различного материала, была проверка возможности прохода транспортных кораблей по Северному морскому пути. История Челюскина и спасения экипажа потрясла весь мир. Само спасение в полярных условиях такого количества людей не имело аналогов в истории. Успех летчиков был отмечен по достоинству. Все они стали первыми, кто был удостоен звания Герой Советского Союза. Челюскинцев и их спасателей страна чествовала как героев. Также 13 апреля по инициативе общественников в России отмечают День мецената и благотворителя. Это не государственный праздник, появился он в Санкт-Петербурге, а сейчас уже объединяет всю страну. Ведь в каждом уголке нашей огромной родины есть люди, которые жертвуют средства на благие цели. Думаю, это праздник каждого телезрителя Юргана, потому что вы активно участвуете в проекте «Спасти ребенка». И за это вам огромное спасибо. И еще один праздник, но уже со статусом всемирный – День рок-н-ролла. Для многих рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой, произошло днем раньше. 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Rock Around the Clock». Этот сингл стал знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам. Сегодня рок-музыка имеет множество направлений. От легкого танцевального рок-н-ролла до брутального и агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируются от непринужденного и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Рабочий полдень отметит этот праздник завтра. Гости эфира коллектив «Штанцмарка». Ну а сегодня наш эфир посвящен кино. В эти дни в Сыктывкаре уже 3-й раз проходит благотворительная акция международного фестиваля «Сталкер» по инициативе Коми-кино и при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Это уникальная возможность увидеть лучшие отечественные киноленты о правах человека. И гость нашей студии сегодня – актер, режиссер, продюсер, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Борис Токарев. И перед беседой небольшой сюжет о нем. Дебют в кино Бориса Токарева состоялся, когда мальчику было 12 лет. Он сыграл небольшую роль в фильме Георгия Победоносцева «Спасенное поколение». До окончания школы Борис снялся еще в нескольких картинах, а дальше была прямая дорога в Авгик. За свою долгую творческую жизнь он блестяще сыграл множество ролей в фильмах, которые стали классикой нашего кино. Это картины «Горячий снег», «Два капитана», «А зори здесь тихие». Эти ленты из тех, которые невозможно забыть. Во второй половине 90-х Борис Токарев редко снимался в кино, которое стало мельчать, не мелькал на тусовках и презентациях. Заслуженный артист РСФСР Борис Токарев проявил себя и как режиссер. Он закончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Герасимова, и год спустя возглавил экспериментальное молодежное творческое объединение «Дебют», став его художественным руководителем. Недавно Борис Васильевич Токарев снял еще 2 проекта – сериал «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды» и фильм «118 секунд. До и после». Бороться и искать, найти и не сдаваться – это девиз Саньки Григорьева, героя фильма «Два капитана», которого когда-то сыграл Борис Токарев. Эти слова стали путеводной нитью всей его жизни.
Так, Борис Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада приветствовать вас не только впервые в нашей студии, но и впервые в Республике Коми. Да, я впервые. У вас, кстати, Сыктывкар, как переводится название города? Название города. Давайте нашим телезрителям зададим этот вопрос. 46 90 60 телефон прямого эфира. Вы можете и с вашими вопросами гостям, и гостю, точнее, и рассказать, может быть, чтобы не с моих уст звучало, как переводится, потому что, я думаю, интересно поделиться будет легендами. И вот есть у нас уже звонок. Вот мы еще не начали беседовать, но есть у нас уже звонок. Здравствуйте, мы приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Ну, Сыктывкар переводится, Кар – это город на коми языке, и Сыктывкар – это город на реке Сысоле, так называется наша река. То есть, а до того, как он назывался Сыктывкар, он назывался Усть-Сысольск. Вот как раз город в устье Сысолы. Но я звоню совсем по другому поводу. Я вчера была на открытии фестиваля «Сталкер» в Сыктывкаре. Мы смотрели картину «Птица». Был полный зал, очень было много подростков. И вот когда пошли последние кадры, подростки многие встали и хлопали минут 5, это точно. Настолько это была тонкая, искренняя картина. И очень здорово, что есть такой фестиваль. Можно посмотреть качественные фильмы, добрые, искренние, человеческие. И вход на эти фильмы свободный. И очень приятно, что наши молодые режиссеры, ведь Ксения Баскакова это совсем молодой там режиссер, 26 лет. В 26 лет она сняла этот фильм «Птица». Мы очень рады, что наши молодые режиссеры снимают такие глубокие фильмы. Спасибо вам большое. Спасибо большое за звонок. Вот первые впечатления о фестивале, точнее благотворительной акции, которая проводит этот фестиваль. На самом деле можно этот фестиваль посетить абсолютно бесплатно, вход свободный. Единственное, что нужно заранее записаться, как бы забронировать себе место и воспользоваться уникальной возможностью посмотреть картины, которые, возможно, по телевидению не получится посмотреть. А может быть получится, но через какое-то время. Через какое-то время, конечно. Вы, Борис Васильевич, видели эту картину? К сожалению, эту картину не видел, не успел посмотреть, но фестиваль «Сталкер» знаю давно и отношусь к нему с глубоким уважением и симпатией, потому что этот фестиваль уже много лет занимает такую свою определенную нишу. Вообще фестивалей ведь у нас очень много. И огромное количество родилось именно вот в 90-е годы, потому что, собственно, прокатывать картины были негде, и показывали эти фильмы, как правило, на фестивалях, и зрители видели это на фестивалях. Собственно говоря, во многом это происходит и сегодня тоже. Поэтому я думаю, что «Сталкер» выполняет свою такую очень серьезную миссию, показывая лучшие картины и вот то, что они привезли сюда к вам. Вот, чтобы не быть голословными, я предлагаю нашим телезрителям вместе с нами посмотреть трейлер к этому фильму, чтобы какое-то минимальное впечатление о нем сложить. Дайте внимание. Малыш, что с тобой происходит, а? Умираю я. Доктора никогда не скажут, что больной безнадежен. Я не понял, кто там уши греет? Это я. Знаешь что, девочка, шла бы ты отсюда. Давай дружить. Да ладно. Разве это не здорово? Здорово. Да! А ты со мной возишься, потому что тебе скучно? Знаешь что, психически больной ребенок. Не называй меня так. Где Олег? Выписался он. Ты что, сбрендил? Макраме плел. Я одобряю твой выбор. Нет, Олег Птицын умер. В страшных судорогах. «Птица». Лишь небольшой фрагмент. Мне очень хочется обсудить, спросить вас о той картине, которую привезли вы. «Золотая рыбка». О чем это кино? Вы знаете, это кино о мечте. Мне кажется, что сегодня многие, к сожалению, наши фильмы лишены мечты. Они очень такие заземленные, практичные, я бы сказал, и конкретные. Есть мечта, которая, когда ее выполняешь, она, во-первых, сразу объединяет людей. Это история 1946 года, написана Ильзятой Манжиевой при участии Людмилы Гладунко, сценарий. В принципе, у нас в картине работают все дебютанты, у нас нет звезд. Это осознанное совершенно решение, потому что я считаю, что наша задача открывать звезд.
И мы это сделали, потому что Маша Бьорк, которая играет маму в этой картине, сегодня она уже звезда, потому что она у Андрея Кончаловского играет Сонечку Мармеладову в «Преступлении и наказании». Когда мы ее снимали, ее никто не знал. Актер Веревочкин, очень много на самом деле. Самое главное, наши мальчишки, которые играют героев, да, они уже получили большое количество наград за лучшее исполнение и детских, и мужских ролей. Им дают взрослые премии. А давайте посмотрим как раз-таки вместе с нашими телезрителями на этих ребят малюсенький-малюсенький фрагмент, но я считаю, очень интересный фрагмент фильма. Говорит, желание просит. Я загадаю, потом ты. Да. А то не услышат. Теперь ты. Про конфеты не забудь. Вот, те конфеты. Моим деньги надо вернуть. Забыл папу из госпиталя домой. Про папу я уже ей сказал. Надо одно желание оставить про запас. Может, конфеты все-таки? Ну ты чего ж ты жадный, как старуха? Рыбка жадных не любит. Так их же две. Нет, на пустое брюхо они чудо творить не станут. Мечта. Мечта очень хорошая. Вот они вот спорят, да, что хочется конфет, как всем детям. Да. В итоге объединяет их мечта, чтобы они мечтают, чтобы их отец, который очень тяжело ранен на фронте, на войне, вернулся живым и здоровым. И все для этого делают. То есть пока они исполняют эту мечту, ведь им эту рыбку, этих рыбок, которые исполняют желание, надо купить. Надо купить. И они много-много работают, преодолевают много трудностей. И в конце концов, в общем, их мечта сбывается. Вот. Я думаю, что... Стремление к мечте, они ведь взрослеют, да, мудреют. Конечно. И с этой картиной мы участвовали на многих очень фестивалях, много призов получили за этот фильм. Ну, я надеюсь, что эта картина будет показана по телевидению, потому что сейчас работа над этим идет. В кинопрокате, к сожалению, большому, вот такие наши картины детские или, как мы говорим, для семейного просмотра, они идут крайне редко. И прорваться на этот экран практически невозможно, потому что все это место занимают наши блокбастеры. Экшен, да. движение. Это большая проблема, но как бы сейчас в эти праздничные дни, тем более, что я вот послушал, что сегодня так много праздников, и праздник рок-н-ролла, и вообще, и праздник мецената и благотворителей. Кстати говоря, очень хороший праздник, потому что мы сейчас, наша студия, большую программу начала снимать документального кино. И условное пока название называется «Славные имена России». То есть это как раз не только о наших промышленниках прошлого, которые были меценатами, благотворителями и так далее, но и о современных меценатах и благотворителях. Вот мы целую серию фильмов хотим снять, потому что мне кажется, что эти люди не только зарабатывают, так сказать, капитал и серьезные деньги, но еще и очень много делают для страны. Это очень важно. Вот вы сказали, что над фильмом работали все начинающие артисты и режиссер. Да. Режиссер при этом, он пришел к вам с готовым сценарием или этот сценарий лежал и ждал? Режиссер – это дебют режиссерский актера, очень известного актера, народного артиста России Александра Галибина. Но это его дебют. Вот он решил, помимо своей театральной работы и многих, так сказать, других работ, которые он делал в качестве педагога и так далее, он решил снять кино. И ему пришлось очень много помогать, да, потому что когда человек много снимается в кино, это не означает, что он может заниматься режиссурой. Это совсем разные вещи и разные профессии. Вот. Другие, я могу там много назвать, так сказать, людей, которые занимались этим всем, но вместе с тем я считаю, что
Эту картину мы, ну, я не знаю, много раз там показывали на разных встречах, на разных фестивалях, и везде она вызывала какой-то интерес и так далее. То есть посмотрим, что из этого получится дальше. Ну, если эта картина, изначально понятно, что она не для широкого проката, да, хотя по содержанию хотелось бы, вы как генеральный продюсер столкнулись с сложностью, что вот сложно на нее было найти деньги? Или готовы были? Да не то, что сложно, просто невозможно. Вы знаете, мы сделали невозможное. Мы сняли картину, которая сегодня получает там много призов, находит отклик, но по сути показать ее в широком прокате невозможно. Потому что, к сожалению большому, у нас как-то это все не приспособлено. В основном у нас прокат ориентирован на такие блокбастеры, на такие большие картины, связанные с экшеном, с приключениями и так далее. Вот такую картину, в которой было бы размышление, в которой были бы показаны со всех сторон вот эти удивительные маленькие герои, это невозможно. Нужно было убеждать, и у вас это получилось? Нужно было убеждать, у меня это получилось в каком-то смысле, но в конце концов даже пришлось еще и брать кредит. Да, мы попали в кабалу, но ничего страшного, мы зато сделали картину. Я считаю, что это гораздо большая победа. В конце концов, деньги мы все равно отдадим, может быть, через некоторое время, но отдадим. А вот картина есть, это самое главное. Я вот предлагаю жителям и гостям Сыктывкара сегодня все-таки воспользоваться этой замечательной возможностью. И вот в концертном зале гимназии ИСКУТ сегодня состоится и творческая встреча, да, с Борисом Васильевичем. И можно будет посмотреть этот фильм ровно в 18:00. Повторю, что надо предварительно будет записаться по телефону 310959. Я думаю, стоит того. Запишитесь, посмотрите, если, конечно, есть места. Про ребят расскажите немножечко. Вот если про ребят. Мы никогда и Ярослав, и Ваня, вот они играют братьев здесь. Братья, которые, собственно говоря, это эвакуация, это 46-й год, они живут в Киргизии. Это совершенно как бы другой мир, это мальчишки, которые приехали туда из Ленинграда, и их эвакуировали, просто спасли от голодной смерти вместе с мамой. И для них, для этих ребят, возвращение отца – это, в определенной степени как бы возврат в тот мир, в котором они жили. Потому что здесь вокруг, на самом деле, очень много проблем для них. И та история, которая возникает в картине, связана с тем, что они начинают, если хотите, активно воевать с местными мальчишками, которые их поначалу совершенно не принимают, не признают и так далее. Это враги. Но вот эта общая мечта о чуде, которую приносит золотая рыбка, она их делает друзьями. Вот если коротко говорить о картине. Мальчишки получили много наград на разных фестивалях, детских и взрослых в том числе. Как думаете, это их начало, и это будет потом большой творческий путь? Или как? Вот ребята вообще сами хотят? Вы знаете, это очень сложно говорить. Вот здесь в начале было сказано, что я в 12 лет начал сниматься в кино. Действительно, это так, но не всегда люди, которые начинают сниматься в детстве, они потом становятся обязательно актерами. Яркий тому пример мой близкий друг, которого, к сожалению, вот не так давно он ушел от нас. Это Виталий Иванович Чуркин, это знаменитый совершенно человек, дипломат, который в ООН был нашим специальным представителем. Это был мой друг детства. И самое главное, что мы с ним снимались вместе. Он мальчишкой снимался совсем маленьким. И у него было уже фильмов 6, наверное. Однако он стал выдающимся дипломатом. Так что это не всегда путь в кино. Телезрители с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Какой вопрос вы хотели задать? Можно задать Борису Токареву вопрос. Почему сейчас мало так выходит военных фильмов? Спасибо большое. От нашего юного телезрителя вопрос. Почему? Почему сейчас мало военных фильмов? Спасибо большое вам, что позвонили. Вы знаете, наверное, потому что, может быть, считается, что сегодня эта тема не такая актуальная, хотя мир сегодня воюет, это очевидно. Но, наверное, делать военные картины достаточно дорого и сложно. Хотя
вот как-то уходит эта тема. Мне жаль на самом деле, что эта тема уходит, потому что я считаю, что если мы не будем напоминать о подвиге наших отцов, дедов там, и так далее, то мы очень много потеряем, к сожалению. Об этом надо напоминать все время. Это неизбежно для того, чтобы, в общем-то, с уверенностью смотреть в будущее. Мы должны делать военные картины, но сегодня, увы, и мы их мало делаем. Причина разная. Отсутствие финансирования, отсутствие тем, отсутствие сценариев хороших и так далее. А потом уже, видите ли, вот те картины военные, в которых я снимался, ведь это все делали люди, которые сами прошли войну. Станислав Ильич Ростоцкий, человек, который воевал, который делал фильм «А зори здесь тихие», знаменитую картину. И для него это было очень все родное и близкое. Он прекрасно понимал как бы суть войны. Сегодня это поколение уже практически все ушло, но я верю в то, что наши молодые режиссеры сумеют найти какое-то свое решение военной темы. Я думаю, что это впереди. Мы вернемся к этой теме обязательно. И еще немножечко о юных артистах. Ведь понятно, когда профессиональный артист, пусть он даже неизвестен был до этого широкому зрителю, он профессионал. Он знает, что ему где-то потерпеть нужно, где-то нужно там сцепить даже зубы. А вот ребята, дети, им же наверняка тяжело, ведь тем более в Киргизии. Я думаю, там было не самое комфортное пребывание. Это была очень тяжелая работа, но к моему большому удивлению я должен сказать, что эти мальчишки оказались просто героическими. Дело в том, что мы снимали эту картину зимой, а зимой там дует страшный ветер в Киргизии, называется он улан. Это такой ветер, который сносит все буквально, и в картине есть один кусок, который мы снимали во время этого урагана. То есть это, конечно, страшное напряжение. Там взрослые не выдерживали, мальчишки выдерживали. Вот у них была какая-то невероятная степень ответственности, вы знаете. Они оказались, мы с ними оказались одной группы крови. И это здорово, меня это радует. На самом деле, такие юные джентльмены, те фрагменты интервью, которые я смогла найти там по разным фестивалям, вот на самом деле джентльмены такие прям выдержанные, немножечко, может быть, скромно-стеснительные, но очень такие. Это пока. Я думаю, что сейчас они будут очень много сниматься, я уверен в этом. Потому что в них есть огромная степень искренности, огромная степень ответственности, что крайне важно в кино. И, конечно, они очень способные люди. Я боюсь слова «талант», но они очень способные люди. Это правда. Дебют существует даже уже не одно десятилетие. Многим помогаете. Как проходит отбор? Не знаю, каким образом можно к вам попасть? Вы знаете, во-первых, мы всегда рассматриваем те заявки, которые приносят режиссеры, как правило, которые закончили в ГИК высшие режиссерские курсы. Таких заявок много? Пытаются за помощью количество, достаточное, конечно, но не все заявки мы принимаем. Здесь существует очень строгий отбор, и, в принципе, этот отбор, я вам скажу, соответствует в первую очередь, может быть, какому-то нашему пониманию, что сегодня нужно. Если человек с этим не согласен, режиссер приходит, то он может спокойно идти на другую студию и предлагать этот сценарий. То есть у нас есть критерии отбора, они связаны с определенной степенью патриотизма, если хотите, с глубиной проникновения в человеческий образ, характер. Для нас это крайне важно. Я, например, считаю, что вот этот наворот событий, такой, то, что называют сейчас все экшеном, он не очень хорош, потому что за это время зритель не успевает ни рассмотреть героя, ни полюбить его. Он только смотрит за тем, как меняется картинка, и все. А все-таки почему мы любим советское кино? Именно потому, что там глубокое погружение в реального человека, в его характер, в его суть. И многие фильмы, ведь мы все воспринимаем это на эмоциональном уровне, а эмоциональная память, она самая яркая, она остается навсегда. И поэтому, как, советское кино, кажется, сегодня какое? Нет, великолепно. И молодежь смотрит. Я недавно своего взрослого сына повел смотреть фильм «Вступление», где я играл, когда мне было 14 лет. Для него это было потрясение, на самом деле. Он сказал, я никогда не думал, что можно так рассказывать в кино.
такое кино показывать, а картина, которая получила «Серебряного льва» в Венеции. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте. Сорвался звонок от нашего телезрителя. Есть у вас еще время до конца эфира. 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, может быть, впечатления. Может быть, вы тоже вчера были на первом дне, можете поделиться. Борис Васильевич, ну вот вы говорите, про войну меньше снимается. Широкий прокат, вот не совсем попадешь. Да. Может быть, хорошему кино практически приходит конец в нашей стране? Нет. Нет, не соглашусь с тем, что хорошему кино приходит конец. Хорошему кино способствуют фестивали, такие как «Сталкер», например, вот, на котором мы сейчас участвуем. Они как бы вытаскивают на зрителя все хорошие фильмы. Это очень важно на самом деле. Да, у нас как бы с прокатом пока сейчас беда. Но я думаю, что мы это тоже восстановим, потому что сначала была беда в производстве, теперь это все налажено, фильмов ведь снимается очень много. К сожалению, ну я не знаю, я цифры не знаю точные, но могу вам сказать, что там, допустим, из 50 или 60 фильмов до зрителя доходит на экране, я имею в виду, 10. А остальные где? Или на телевидении, или в DVD-дисках и так далее. То есть их нет. Если мы в советское время привыкли к тому, что была там, условно говоря, всесоюзная премьера, если ты фильм делаешь, то обязательно он выйдет на экран. Обязательно. А сегодня ситуация такова, что эта картина может и не появиться перед зрителем. Хотя это не говорит о том, что она хорошая или плохая. Это никаких критериев в этом нет. Это абсолютно вкус и выбор, с одной стороны, прокатчиков, с другой стороны, обстоятельств и так далее. Совсем другая история. Я как раз сторонник того, чтобы фильмы, которые сделаны, они обязательно были на экране. Я еще раз напомню нашим телезрителям, что вот фильм «Золотая рыбка» у вас есть возможность посмотреть сегодня в 6 часов в зале, в концертном зале гимназии искусств при главе Республики Коми. Позвоните 31, сейчас напомню, 310959, запишите, посмотрите. И если не получится, будем очень надеяться и ждать все-таки на экранах телевидения. Надеюсь, что переговоры будут успешно заключены. Сейчас на пару минут мы эфир уступим рекламе. После нас ждут самые актуальные новости республики и продолжение программы. Не переключайтесь. Программу «Рабочий полдень». Сейчас узнаем о том, что произошло в республике к этому часу. Я передаю слово моей коллеге из службы информации Ольге Ануфриевой. Оля, приветствую. Катерина, добрый день. Через пару секунд расскажу о самых важных событиях дня. Все бесхозные дороги должны быть поставлены на учет уже в этом году. Глава Коми поручил правительству и в кратчайшие сроки определить объем работ, необходимых средств для этого. Предполагается, что их содержание может быть передано на баланс федерального бюджета. В республике закрыта еще 21 ледовая переправа. В основном это Усть-Цилимский, Троицко-Печорский и Ударский районы. Как пояснили в МЧС, здесь образовались весьма глубокие колеи полыньи, наполненные водой, а съезды уже разрушены. В то же время продолжат функционировать через реки республики 49 временных переездов. Бывший глава администрации Эжинского района Николай Сосновский назначен первым заместителем министра строительства и ЖКХ Коми. С отраслью он знаком по работе еще в качестве директора Эжвинского жилкомхоза в период с 1998 по 2006 год. С прежним первым замом Мариной Рудавиной не продлен контракт. Напомним, она курировала в регионе выполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На этом у меня все. Больше новостей смотрите в следующих выпусках. Катерина, тебе слово. Спасибо большое, Оля. Я напомню нашим телезрителям, что гость нашей студии сегодня – актер, режиссер, продюсер, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Борис Токарев. Борис Васильевич, вот про художественное кино мы немножечко поговорили, но не могу не уделить хотя бы немножечко внимания в эфире документальным картинам. Ведь они тоже на этом фестивале, и вот на благотворительной акции, которую проводит фестиваль в нашем городе, в Республике Коми, тоже показаны будут. Здесь некоторые озвучу, те, которые можно будет посмотреть. Это документальный фильм Екатерины Стеценко «В круге четвертом». Вчера могли наши
гости фестиваля посмотреть. А, например, сегодня будут короткометражные игровые фильмы «Мы тут ни при чем» и «Невыученный урок 1441». А вот завтра в программе документальных фильмов в 3 часа дня можно будет посмотреть фильм режиссера Павла Фатахуддинова «Дом». Я предлагаю сейчас посмотреть нам небольшой фрагмент этого фильма, буквально там самое начало. Маргарита? Эй, Маргарита, эй. Скажи, о чем это вы, родители? Мне и так хорошо. Маргуля? Вот и Нюся копилочка пришла. Нюся, иди к нам, Нюся, иди к нам. Вот Аким прискакал. Вся живность тут у нас. Такая документальная картина, она 30 минут. Вроде как бы и всего, и вроде как много 30 минут. Но вот я смотрела на одном дыхании. Нет у меня такого вот прям стойкого взаимоотношения с документальными фильмами, так чтобы я сказала, что я их люблю или не люблю. Но вот эта картина просто я с огромным удовольствием посмотрела. Это фильм про многодетную семью, у которых 5 детей, как эти дети появлялись, появление каждого. Когда появился третий, это немножечко шокировало родителей, и они пришли через это к Богу. И вот старшая дочь их, Маргарита, которую вы видели сейчас в фрагменте, она пошла в монастырь. И вот они рассказывают об ее решении, о том, как они по ней скучают, и с другой стороны ее понимают, потому что она там нужна, она нашла там свое место. И вот рассказано о доме людей, то есть семьи из мамы, папы и 5 детей. И доме это монастырь, то есть как бы вера в Бога, тот дом, к которому приходят уже люди более сознательно. Очень интересная картина, которую у вас возможность есть посмотреть завтра в 3 часа. Так что пользуйтесь моментом, прям вот так вот рекламирую. И вот документальное кино. Есть ли вот жизнь все-таки тоже знаете, этого? документальное кино сегодня, например, для меня и для нашей студии, которая называется «Дебют», это такая основная работа, потому что мы задумали цикл «Славные имена России». И я думаю, что сегодня документальное кино во многом больше востребовано, чем игровое. Почему? Потому что сегодня зрители хотят очень точного, реального воплощения того, что они видят в жизни. То есть документальное кино – это как документ. И плюс к этому это преломление глазами художника. То есть как бы вот интересная такая получается картина. И на студии мы много снимали фильмов документальных. В основном это были актерские портреты сначала. Мы это делали. У нас была очень знаменитая картина на студии, которая называлась «Прерванное танго». Практически все картины шли на телевидении, на телевизионных каналах. И «Прерванное танго» самый высокий рейтинг был. У нас это история нашей знаменитой пары в фигурном катании. Александр Горшков и Мила Пахомова. Пахомов и Горшков – это были знаменитые танцоры на льду, а Саша Горшков – это мой близкий друг. И мы просто решили, что мы придумаем такую картину, и, к счастью, она удалась. Вот. Поэтому сегодня мне кажется, что документальное кино совершенно необходимо, потому что это не только документ, но и некоторое художественное осмысление действительности. Не придуманные истории, не сконструированные истории, а увиденные в жизни. Это имеет принципиальное отличие в решении того или иного решения, художественный прием для того, чтобы делать кино. И мне кажется, что есть просто выдающиеся картины. Я просто видел, как вы рассказывали о фильме «Дом». А я понимаю, что для вас это было невероятно интересно. Хотя история-то простая. Многодетная семья, 5 детей, и вдруг девочка старшая уходит в монастырь и так далее. А это на самом деле свидетельство времени. Почему? Потому что человек требует духовности. Он хочет вот эту силу духа почувствовать в себе. И это решение совсем непростое, потому что, может быть, какое-то время назад это было совсем не популярно. Сегодня мы знаем много таких примеров. Есть у нас звонок. Давайте примем. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Алло, можно вам задать вопрос?
Борис Токарев, мы любим смотреть его очень сильные фильмы. Когда у него выйдет следующий фильм? Спасибо большое. Ну вот, новая картина «Совсем золотая рыбка». Картина уже есть. Приходите смотреть. Приглашаю, так сказать, всех на этот просмотр. Следующая картина, которую мы делаем, документальная картина. Она называется «Поверх барьеров». Геннадий Селезнев. Съемок, которую вы сейчас как раз таки буквально делаем, да, я там 2 дня назад был в Сибири, и мы там снимать уже начали эту картину. Это история нашего спикера Государственной Думы, Геннадия Николаевича Селезнева, которого, к сожалению, нет с нами, но я с ним дружил последние 15 лет. Мы с ним делали вместе фестиваль, телекинофорум, который проходил в Крыму, в Ялте, и мы считаем, что уже тогда мы внесли свою лепту в то, чтобы Крым стал наш. То есть мы ездили туда на фестиваль и так далее. Вот вся история Геннадия Николаевича, она будет жизни, она будет показана в этой картине. Я думаю, что это будет интересно зрителям. И мы увидим не только политика, мы прежде всего увидим человека. Удивительного совершенно. В документальном фильме тема хорошо, что можно увидеть именно человека, да? Да, это самое главное. Еще об одном фильме я тоже 3 слова буквально хотела бы сказать. Точнее, даже не 3 слова, потому что вы сами это впечатление, я надеюсь, себе составите. Завтра, в заключительный день фестиваля, можно будет посмотреть картину режиссера Акима Салбиева «11 писем Богу». Тоже такая очень интересная история интерната в Осетии. И мальчик, непростые взаимоотношения, которые выстраиваются между детьми. Дети, в принципе, как бы иногда очень жестокие, даже зачастую жестокие. И вот отдаленный уголок, как там все выстраивается, тоже очень такая переживательная картина, что ли. Тоже есть у вас возможность и ее посетить. Напомню, что записаться нужно будет 31-09-59, если вы хотите попасть. Это вход бесплатный. То есть пользуйтесь моментом, очень... Я думаю, потрясающее впечатление у вас будет. Напомню, что гость нашей студии сегодня был, я не буду перечислять регалии, просто замечательный человек, который делает отличное кино. Борис Токарев, спасибо вам большое, что пришли. Очень рада была видеть вас в нашей студии. Я надеюсь и думаю, что вам понравится у нас в гостях. Спасибо. Всего доброго. И с вами, дорогие телезрители, увидимся завтра в рабочем полдне. До встречи. We'll be right back.